начать трансляцию, окей, и все, пойдет в открытый доступ. Это сворачивать. Добрый день, уважаемые участники и преподаватели, возможно. Меня зовут Носов Леонид Сергеевич, я являюсь членом жюри республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике. Соответственно, у нас с вами вебинар. Да, я надеюсь, всем меня слышно, видно. Вот, в чате можно, в принципе, отписаться. Да, я немножко покажу теорию по, эти решения, которые, соответственно, были предоставлены Москвой и которые мы, соответственно, на основе этих критериев, на основе которых мы проверяли и устанавливали соответствующие баллы. Сканированные и проверенные работы у вас будут доступны в ближайшее время в личном кабинете. Да, подробно там будет большинство членов жюри делали пометки, если вы где-то участники Олимпиады ошиблись, либо еще что-то. А я, соответственно, покажу решение, начиная теоретический тур с 7 по 11 класс, а потом экспериментальный тур точно так же с 7 по 11 класс. Ну, кратко покажу, потому что более подробно можно посмотреть, вот, если кому интересно, что называется, вот есть сайт Талант Career.ru, сайт Центра поддержки сопротивления олимпиадного движения. И, соответственно, на этом сайте в разделе новости есть ссылочка. Вот я могу вот если вернуться на основной сайт, чтобы было видно, то есть как попасть на этот сайт. В разделе новости щелкайте. Есть ссылка, соответственно, вебинары. И вот физика, это вот то, что вот наше сегодня с вами мероприятие, это то, что было на уровне, ссылка есть на уровне, соответственно, российском. То есть можно вот посмотреть видеозаписи, это его по всем классам подробно развернуто, как решалась теория, как решался эксперимент. Как решается теория, как решается эксперимент, подробно развернуто. Я буду, соответственно, краток на самом деле. По сравнению с этими, если кому интересно подробно, то, соответственно, смотрите там. Все вопросы можно задавать в чате. Если я увижу, смогу ответить. Я увижу и смогу ответить, соответственно, на ваши вопросы. То есть чат мне доступен, я могу написать, соответственно, либо увижу ваш чат, смогу ответить на ваши вопросы. Итак, начнем. 7 класс. Да, в 7 классе начнем с Олимпиады Максвелла. В 7 классе было представлено, соответственно, 4 задачи. Да, первая задача термоареометр, такая интересная, специфичная. Да, то есть задача о том, что был у экспериментатора Глюка прибор универсальный, который позволял мерить температуру и плотность, соответственно, одновременно некой жидкости. То есть, чтобы его задача была, соответственно, построить график полученной зависимости плотности от температуры и определить, с какой максимальной скоростью перемещались шкалы друг относительно друга в ходе эксперимента. Длины шкал, соответственно, даны, длительность эксперимента тоже дана. Самая первая проблема, с которой на самом деле я несколько удивился, столкнулся, то есть если сказано построить зависимость ρ от t, большинство строили зависимость t от ρ. Обратно, я как бы не посчитал это ошибкой, но тем не менее, с формальной точки зрения, это не совсем правильно. То есть это те, кто строили именно нужный график ρ от t. То есть некоторые строили график ρ от температуры от времени и t от времени. Вот. То есть это его вот, пример решения. Самое главное вот этот график. Зависимость плотности жидкости от температуры. Тут график, который построить. И тут на самом деле по графику видно, что он состоит из двух линейных частей. На основании этого, соответственно, определяли все остальные параметры. То есть первичным было на самом деле по сути построить вот этот, одно из самых важных критериев, построить этот график. Потому что за график давалось аж 4 балла, если вы посмотрите.
Соответственно, если неудачный масштаб выбрали, то минус балл, да, не все точки минус балл, не все оси минус балл. Дальше от его среди критериев это скорость движения шкалы Т. Да, поясню, как она вот это его, исходя из скорости. Это в силу того, что, видите, у нас шкала смещалась равномерно, значит, скорость движения относительно указателя можно легко найти. Ну, вот он, соответственно. Дальше, исходя из скорости остывания, да, можно его построить, определить, во-первых, скорость движения, по сути, второй шкалы, да, на двух участках. Исходя из графика, два участка, а время линейно и, соответственно, ну, равномерно, и температура равномерно у нас менялась. Плотность у нас с равной скоростью двигалась. И, соответственно, вот, исходя из этих максимальная скорость. Поскольку шкала движется в противоположную стороны, то, соответственно, вот скорость относительно есть сумма этих двух скоростей. И среди критериев, видите, вот, критерий, да, равно это его, что на двух участках скорость меняет плотности равномерно. Так равномерно меняется температура. Но при этом это его правильно определена максимальная скорость, скорость движения шкалы роста и скорость движения шкал. Следующая задачка. Каникулы в Простоквашино. Аналогичная, похожая задачка была у 8 класса. Да, соответственно, суть в том, что вот, дядя Федор шариком, да, решили двинуться со станции Простоквашино домой. Дано, соответственно, расстояние от станции до дома. Кроме того, соответственно, фиксировано, что дядя Федор пошел домой со скоростью 4 км в час, а шарик со скоростью 12 км в час. И он, по сути, туда-обратно начал бегать. Спрашивается, какой путь больше? Путь, который шарик пробежал, суммарный путь, который шарик пробежал домой, или суммарный путь, который шарик пробежал в обратном направлении. Насколько как один путь длиннее, и оба пути надо определить. То есть, на самом деле задача очень интересна, но подобная задача уже раньше встречалась. Там, вот, помню, называлась задача «Всадник и муха». К сожалению, никто из участников не воспользовался вот тем решением. Да, и все решили его считать вот эти точки встреч. Его первая встреча, вторую встречу, ну, очень многие его, и потом находить по-честному вот эти суммы. Хотя, на самом деле, сумму находить по-честному бессмысленно, задача решается гораздо проще и короче, если учесть, что у нас суммы похожие различаются только первым слагаемым по величине. Да, вот это первый отрезок, да, на который отличаются эти две суммы. Поэтому найти разницу между суммами очень просто. Да? А дальше, зная скорость дяди Федора, можно найти все время, за которое двигался дядя Федор от станции до дома. Зная это время, можно найти весь путь, вообще, который в принципе пробежал шарик. То есть сумму этих двух путей S1 и S2. Да, это весь путь, который пробежал. А разница есть путь от станции до дома. И дальше, соответственно, легко находятся времена соответствующие и расстояние. И видно, что, вообще говоря, разница-то равно расстоянию от станции до дома, разница между двумя путями, и она соответствует 1,2 километра. А полный путь, который пробежал шарик в одну сторону 2,4, обратно 1,2, то есть сумма там 3,6, насколько я помню, десятых получается. Тут тоже критерии четко его видны, интересно. То есть именно за то, что вы кто-то далеко не все вот это вот определили, единицу то это определили, что, оказывается, можно сразу определить разницу между этими двумя слагаемыми. 1,2 километра. Вот. Дальше указано, что все время туда и плюс время обратно, то есть это то время, которое прошел дядя Федор. Да, и дальше, соответственно, и найдены времена и пути. Ну, хотя можно было, как говорю, составить 7 уровней, тоже решить нетрудно. Третья задачка связана с это называлось усреднение.
То есть на рисунке перед нами график зависимости от времени и координат двух машин, ехавших по одной прямой. И надо определить среднюю путевую скорость второй машины за 10 минут движения точки наблюдения, находящейся в первой. И при этом также спрашивается, в какие моменты времени движения, кроме, конечно, средняя скорость второй машины относительно первой, также равна v1,0, это же самый средний путевой, и какого максимального значения достигла средняя путевая скорость машины в процессе движения. И задача, на самом деле, ну, аналитически в основном решали, мало кто вот такой вот график интересный построил, да, от его зависимости пути во времени для второй машины относительно первой. Хотя, исходя из этого графика, можно, в принципе, было решить, найти все необходимые значения, все моменты времени, то есть в том числе, когда вот средняя скорость равняется средней скорости на всем пути, вот он, точка пересечения, вот, и максимальная скорость, вот она получается, второй график. Я увеличу, чтобы виднее, соответственно. Вот эти. Анализ двух графиков наиболее наглядно его позволяет найти все необходимые величины и по отношению расстояния на время найти нужные средние скорости. То есть это совсем просто, чисто графически решалась задача. Аналитическим решением кто-то вот эти точки по сути аналогичные по этим точкам аналитически пытался решить. Вот, кому-то в принципе удалось найти все необходимые величины, но не графически, а аналитически. Вот. Но при этом вот кто построил график, да, уже за график давалось 3 балла. Да, относительно путевая скорость за 10 минут 2 балла, да, за средняя скорость второй машины относительно первой v1,0 2 балла. График пути второй машины или аналитически показывает, что максимальная скорость достигнута через 4 минуты 2 балла и максимальное значение путевой скорости 1 балл. И четвертая задачка, это кубический коктейль. Да, очень интересная. Хотя вот там интересно, вот многие из этих задачек, они по сути задачки-то, может быть, кроме первой, больше математические. Да, можно встретить в олимпиадных задачах по математике подобные задачи, ну, для вот младших, может быть, классов, иногда и для старших классов, это, соответственно, кубическая коктейль, когда в стакан доверху наполненной жидкости, обратите внимание, требование доверху наполненной жидкости. Не все обратили внимание на этот пункт. И когда при расчете средней плотности не учитывали тот факт, что когда мы опускаем кубик, вода выливается, и мы ее уже не учитываем. Причем сказано еще второй момент — погрузить кубик. Да, кубики погружают. Первый кубик погружается, находится средняя плотность, второй кубик погружается, находится средняя плотность. И спрашивается, какая будет плотность, если оба кубика погрузить. При этом еще добавим, что внутри объем стакана в 5 раз больше объема кубика. То есть, обратите внимание, да, когда мы погружаем полностью кубик, вода выливается, мы ее уже не учитываем для определения средней плотности. К сожалению, не все это учли. Хотя, если это учесть, в принципе, задача математически легко решается. То есть 3 уравнения для 3 средних плотностей, да, легко записывается, и дальше, в принципе, находится нужная плотность ρ3. Хотя те, кто решили и нашли вот эту величину, в принципе, получили максимум 10 баллов, потому что, в принципе, для того, чтобы найти ρ3, надо все 3 уравнения как раз записать. Эта задача меньше всего затруднений, в принципе, вышла, нашла у учащихся. Если есть вопросы, прошу писать в чате. Пока я вопросов не вижу, к сожалению. Так, теперь, соответственно, с 7 классом все, 8 класс. Первая задачка аналогична той, что была у 7 класса. Но при этом, обратите внимание, небольшое отличие. То есть у шарика его скорость вперед 12 км в час, а назад 8 км в час. То есть вперед он бегал со скоростью 12 км в час, назад он бегал со скоростью 8 км в час. Но при этом также спрашивается, какой путь
больше S1 или S2, это его и определить надо S1 и S2. Задача похожа, но с той же разницей, что вперед-назад он бегал с разными скоростями. Но разница S1 минус S2 одна и та же. Это первый участок. И вот пример покажем, как графически видно. Да, задача решается аналогично, да, но с учетом того, что скорости разные. Вперед и назад. И поэтому, соответственно, ответы для суммарной S1 и S2 получились немножко другие. Критерии, в принципе, аналогичны тому, как были у 7 класса. Следующая, вторая задачка. Да, это качаем пресс. То есть на полозьях, которые могут сходить по гладкому полу, установлен гидравлический пресс, заполненный несжимаемым маслом. Вот в картинке видно. Шток поршня большего диаметра прикреплен к стене. При движении поршня между ним и стенкой пресса возникает сила трения. Одинаковая для обоих поршней. Чтобы сдвинуть пресс с места, в меньшую поршень необходимо приложить силу не меньшую, чем F1. А надо определить теперь силу F2, если площадь поршней отличается в 4 раза. И при этом какую минимальную горизонтальную силу F2 необходимо приложить поршень большего диаметра, чтобы отодвинуть пресс от стены. Чтобы установить, если установить его так, чтобы шток меньшего поршня был прикреплен к стене. Ну, рисунки видны. И в какую сторону в этом случае должна быть направлена сила F2. Задачка интересная. Да, то есть, если мы обозначим поршни 1S, другой 4S, да, то для сохранения объема масла при движении поршня к стенке пресс должен двигаться от стены. А это возможно только в одном случае. Да, если это его условия начала движения, при этом малого поршня, получается вот так. И откуда получается как раз та сила F, которая необходима, 300 ньютон. Причем влияние атмосферного давления здесь не принципиально. При желании можно заменить формулу P1 на разность давления, понятно, между P1 и давлением атмосферы, но она из той и другой, поэтому это не принципиально. Во втором случае, чтобы пресс двинуть больше поршень для сохранения объема, тоже должен двигаться от стены, ну, медленнее, чем сам пресс. То есть, таким образом, обе силы трения, действующие на пресс, направлены к стене. И уже без учета атмосферного трудно объяснить движение пресса вправо. А давление масла P2 внутри пресса меньше атмосферного. И также условия равномерно с учетом атмосферного, вот оно, H2, и условия равновесия большего поршня тоже фиксируются. И откуда получаем F2, так же как и F1, 500 ньютон. Хотя вроде бы мы взяли другую сторону, стали двигать. Ну, другой поршень, соответственно. Ну, ничего принципиально, оказывается, не изменилось. Что на самом деле неудивительно. Ну и среди критериев, соответственно, записано отношение 1, вот это, либо его аналог 2 балла. Второе отношение, либо его аналог 2 балла. Найдена сила трения соответствующая, 1 балл. Да, записано отношение 3, опять же, или аналогично, и 4 его аналогично. И найдена сила F2. Да, указано, пройдем за направление силы F2, 1 балл. При этом за отсутствие ссылки на необходимость внешнего давления P с ноликом баллы не снимались. Хотя без него трудно объяснить. Третья задача — пластичность, то есть цилиндрический столбик из пластилина высотой H, вот, и площадью основания S плотно прилепили к гладкому дну сосуда, в котором налили жидкость плотностью ρ с ноликом до верха столбика. Вот он, это первый рисунок. Вода под столбик пластилина не подтекает при этом. Не изменяя площади контакта пластилина с дном и не отделяя его от дна, столбик превратили в цилиндр высотой H маленькой, вот, стоящий на очень короткой нож. Определите, в какую сторону направленная, чему равна результирующая сила, действующая со стороны жидкости на деформированный пластилин. Все давление P с нольком. То есть такая получается специфичная сила Архимеда. То есть после деформации, обратите внимание, объем цилиндра этой пластилина не изменился. Следовательно, можно найти соотношение, соответственно,
ну, как связано h большое, h маленькое, с площадями соответствующими, с учетом площади верхней грани нового цилиндра. Горизонталь составляющие сил, дальнейшие G, действующие на столбе, компенсируют друг друга, поэтому на дифферентный пластилин стороны жидкости в вертикальном направлении действует сила, обусловленная равенству давлений на разных глубинах. Ну и вот она получается минус P с ноликом на S. Можно по-другому решить задачу, да, определить силу Архимеда, действующую на шайбу площадью S минус S, и сила давления жидкости с сечением S равна соответствующим образом. Так, сейчас. И результат будет, на самом деле, его после небольших результатов сила тоже практически аналогично по величине, просто в другую сторону. Наличие атмосферного давления получается увеличить обе силы на одну и ту же величину и не изменит результат. Все равно после деформации последний результат сила вообще говоря не изменится. Критерий, да, записано условие постоянства объема пластилина. Упомянута компенсация горизонтально составляющих сил. Правильно записана сила давления сверху и правильно записана сила давления жидкости. Указано равенство 0 результирующей силы и учтено атмосферное давление. Или аргументированно указано это его учета. При этом, ради внимания, задачу можно решить в общем виде. То есть, когда искомая сила есть равенство между силой Архимеда и на полностью погруженное тело, водой тело, полностью погруженное водой тело и сила давления жидкости на площадку S маленькая, вот эту, которую прилепили. Поскольку в обоих случаях пятно контакта с дном и объемом пластилина не изменялось, то результат сила не должна измениться. И кто рассуждал подобным образом, тоже заслужил полный балл. Даже как и вот, кстати, вот в этом более коротком решении, тут аналогично можно 10 баллов получали, соответственно. И четвертая задачка. Это нелинейное плавление. В калориметре со встроенным нагревателем расплавили некоторые вещество. На рисунке приведены графики зависимости мощности нагревателя от времени тау, вот, А и Б. От времени тау его работы и температуры Т, соответственно, вещества от переданному количеству теплоты Q. Найти отношение теплоемкости вещества в твердом и жидком состоянии. Определить, сколько времени длился процесс плавления, считая известное время Т с ноликом. И построить график зависимости температуры вещества от времени, указав в нем величину Т, тау и Т в характерных точках. Внимание, да, в момент времени 2 тау с ноликом у нас мощность перестала изменяться, а до тау с ноликом она росла линейно. И теперь, соответственно, теплоемкость по определению есть отношение теплоты переданного телу к температуре, изменению температуры. И тогда с помощью графика можно найти для твердой, для жидкой фазы соответствующей теплоемкости. Как видно, они в 2 раза отличаются. Ну, после того, как понятный график. Ну даже график тут не нужен, тут теплоемкости видны и так из вот этого, вот отсюда. То есть температура и теплота, да, вот она. Вот это получается твердая фаза, а вот этот участок увеличу. Ну, соответственно, когда температура менялась, вот твердая фаза, вот жидкая фаза. Между ними участок соответствует, вообще говоря, процессу плавления. За время работы дальше нагревания 3 тау с ноликом выделилось 4 Q с ноликом. И площадь по графикам первым соответствует выделившему количеству теплоты. Таким образом, можно найти отношение N с ноликом на тау с ноликом к Q с ноликом. Дальше вещество нагреется до точки плавления за время, соответственно, корень из 2 тау. При этом мощность нагревателя возрастет до корень из 2 N с ноликом. Для плавления вещества потребуется количество вещества, количество теплоты 2 Q с ноликом, что видно из того графика. И на это потребуется соответствующее время.
при необходимости можно вот график тоже строить, хотя он, сколько я помню, посмотрим. Да, и надо построить график в зависимости от температуры вещества от времени, указав в нем величины тау и т в характерных точках. Вот они, соответственно, вот он график построен. То есть это просто соотнести надо было. И дальше найдена теплоемкость твердой и жидкой фазы, отношение теплоемкости, связь и время нагрева точки плавления, время плавления вещества. Соответственно, 10 баллов. Отдельно за график, как видите, балл не ставился. Теперь переходим в 9 класс. Тут в этом плане удобнее немножко критерии приведены, потому что вначале задача, потом сразу ее решение. То есть не придется нам с вами переходить. Задача первая называется до остановки. То есть две частицы движутся вдоль некой оси, и в зависимости от ускорения АХ от времени оказались одинаковыми. Вот он приведено, соответственно. За время наблюдения проекции скорости для каждой частицы ровно один раз обращались в ноль, а пройденные ими пути отличались на дельта S 16 см. Определите пути S1 и S2 пройденными частицей во время тау их движения. То есть понятно, для начала удобнее построить графики скоростей. Поскольку это ускорение, вот скорости можно легко построить. То есть изменение скорости от времени. И видно, что единственная остановка, то есть в равно нулю наблюдения, будет, если сместить график на соответствующую величину. Плюс-минус АТ с ноликом. То есть либо вверх, либо вниз, понятно. И тогда понятно, что для одной частицы у нас ось времени будет пересекать здесь, проходить сверху, да, для другой снизу. И тогда, соответственно, для одной путь будет площадь вот под этим графиком, ну и над этим графиком, а для другой вот под этим же самым графиком. То есть это площади вот этих двух графика, по площади в одном случае над графиком, в другом случае под графиком будут соответствовать путям S1 и S2 искомым. И откуда разница между путями, соответственно, легко находится. И время Т с ноликом, и все время движения также определяется. То есть либо так, соответственно, видно. Если вы либо там, да, по баллу за каждый случай, всего 2 балла. Если определены вот эти моменты остановки, 2 балла, получено выражение для S1 и S2. Через А и Т с ноликами или тау 2 балла за каждый путь. Получено выражение дельта S. Через них найдено время движения, найдено пути S1, S2. Ну, нагляднее всего, именно поскольку данный график решает задачу было в графическом виде. Следующая задачка. Вторая называется на морозиле. То есть на весах установлен калориметр с водой при температуре Т равная 0 градусов Цельсия. То есть температура плавления воды. Льда, соответственно, либо кристаллизации воды. Весы показывают при этом 100 грамм. Дальше в воду опускаю стальной шарик, закрепленный на нити, с намерзшим на нем толстым слоем льда, который полностью погружен в воду. Показание весов увеличивается до значения М2 201,3 грамм. После установления теплового равновесия в калориметре на этом этапе теплообмена с окружающей можно пренебречь. Показания весов немного возрастают до 204,45 грамм. Через большой промежуток времени, когда достижимый калориметра нагрелась до комнатной температуры, весы показали М4 уже, третью массу, неожиданно. Определите массу стального шарика, делите плавление, плотность стали, плотность льда и воды. Показания весов, теперь обратите внимание, при погружении тела на нить увеличится за счет силы Архимеда, потому что, как известно, действие вызывает равное противодействие.
то есть какой силой вода выталкивает вот этот опущенный лед с шариком, с такой же силой лед с шариком действует на воду. Поэтому сразу после опускания, естественно, масса увеличивается за счет этого. За счет объема вот этой опущенной части. Ну, умножено, естественно, на плотность воды. Дальше, после установления теплового равновесия показание весов увеличилось из дополнительно намерзшего льда еще массой. То есть лед еще стал намерзать из воды. И при этом в сосуде устанавливается температура 0. И с учетом уровня теплового баланса можно определить, сколько как раз льда намерзло. С учетом того, что показание весов при этом увеличивается, нам можно записать разницу между массами и связать ее с массой намерзшего льда. А после того, как весь лед растает, показания весов P2 по сравнению с P1 уменьшаются из-за уменьшения силы Архимеда. Потому что его объем-то уменьшился, да, соответственно, тот, который необходим, это все осталось, только объем шарика остального, он уже, естественно, не тает. И поэтому, соответственно, другие показания получились. Из этого уравнения можно определить начальную массу льда, который был намерзший. Дальше из первого уравнения, вот оно, можно найти массу стального шарика, да, с учетом того, что мы нашли массу льда. И из третьего уравнения для разницы масс М3 и М2 можно найти массу дополнительного намерзшего льда. И, наконец, из второго уравнения теплового баланса можно найти начальную температуру льда и шарика. То есть она была минус 49,9 градусов Цельсия. При этом при подстановке численного ответа в условия плавления получается, что лед с шариком всплывает на самом деле. Но на малую часть объема, что практически не влияет на численный ответ. Почему всплывает? Потому что средняя плотность оказывается чуть-чуть меньше плотности. Ну, средняя плотность льда и шарика оказывается чуть-чуть меньше плотности воды. Но это не влияет на численный ответ, как уже было указано. И вот, соответственно, критерии приведены. То есть выражение для показания весов при погружении тела на нити 2 балла, уровень теплового баланса 1 балл, выражение для показания весов после намерзания льда 2 балла, записано выражение для показания весов после таяния льда 2 балла, найдена масса льда, шарика и начальная температура льда шариком по 1 баллу. Как там у нас, насколько помню. Оказалось, Кузнецов правил задача довольно-таки трудная для нефизматлицы. Следующая задачка, третья, пропавшие приборы. То есть Миша собрал электрическую цепь, состоящую из идеального источника. Вот он, 2 резисторов. Вот они, 2 амперметров и 1 вольтметра. Но в торопях забыл расставить на схеме обозначение приборов. Зато точно запомнил, что один из амперметров показывал силу тока 1 мА, а вольтметр 1,2 вольта. Установите обозначение приборов и дайте обоснование, определите показания 2 амперметра, распределение резисторов и напряжение источника. Все приборы можно считать идеальными, соответственно. То есть, ну и прежде чем все надо определить, какой прибор где подключен. Вот они, положение 1, 2, 3. Да, если в положении 1 будет стоять идеальный вольтметр, то цепь будет разомкнута. Если мы сюда поставим идеальный вольтметр, он имеет очень большое сопротивление, то цепь по сути будет разомкнута. Дальше в эти 2 амперметра ничего не покажут. Показания обоих амперметров будут нулевыми. Они, поскольку они не нулевые, как хотя бы один не нулевой. Дальше, если, значит, в положении 1 стоит амперметр. Вот здесь. Теперь, если в положении 3 поместить вольтметр, а вот сюда в 2 поставить другой амперметр, то последний закрыть этот участок цепи с вольтметром. И тогда показания вольтметра будут уже нулевыми. Что они, опять же, не удовлетворяют условиям задачи. Значит, правильная схема, вот она приведена. 2 амперметра и 1 вольтметр. И на этой схеме амперметр, соответственно, включены последовательно. Это означает, что их показания одинаковые. Ну, поскольку вольтметр идеально, он чисто поднимет напряжение на
2R показывает. Откуда, соответственно, находятся все необходимые величины и напряжение источника. При этом вот это вот правильное обоснование положения вольтметра на схеме, за него, ну, потому что если мы знаем вольтметр, значит знаем, где располагаются амперметры одинаковые. То есть за это уже давали 4 балла. Значит, правильно определены показания второго амперметра, то есть поскольку показано, что амперметры идеальные, они включены последовательно, значит они должны быть идеальны. Дальше правильно рассчитано сопротивление резисторов и напряжение источника. Еще по 2 балла. За это давалось, соответственно. Что у нас получается? Ну, кто-то, в принципе, из них из матрицы смог решить эту задачу, повторить. Но не до конца. 6 баллов получил. Значит, вот эти 2 пункта определены. Дальше следующая задачка. 4-я, гидростатический черный ящик. То есть имеется прямоугольный сосуд размером 1,1 на 4. Вот он. В верхней крышке сосуда есть отверстие. Вот он, в нижней части сосуда вплотную к дну смонтирован миниатюрный датчик давления. Вот он. И внутри сосуда может быть расположено произвольное число перегородок и закрытых ими полостей. Каждая перегородка имеет пренебрежимый малый объем и расположена горизонтально или вертикально. Все вертикальные перегородки параллельно одной и той же стенке сосуда. Все вертикальные перегородки параллельно одной и той же стенке сосуда. То есть через верхнее отверстие сосуд медленно заливают, вот оно маленькое отверстие, медленно заливает воду, снимая при этом зависит показания датчика давления от объема налитой жидкости. Полученную зависимость представлена вот на графике. Показание датчика давления от объема налитой жидкости. Видите, она такая интересная. Проанализируйте и нарисуйте на данной вам листе возможную схему расположения перегородок в сосуде, соответствующую данному графику. Причем достаточно любой одной схемы, множество возможно. На схеме укажите масштаб и все характерные размеры. Поясните, каким образом вы получили эти размеры, определите характерные особенности положения перегородок. Считайте ускорение свободно понятно 10 метров в секунду. Подавить плотность 1000 кг на метр кубический и атмосферное давление 10 пятое паскаля. И, соответственно, дается вот он это на отдельном листе график в этом плане распечатан еще был. Не только вот этот, но и уже потом то, что давалось учащимся. И заготовка для схемы, которая сдавалась вместе с работой потом, соответствующими размерами. Это возможное решение. То есть несколько участков, значит, у нас куски нелинейные, что называется. А измеряемое датчиком давления соответствует высоте. Определяется как PS0 плюс ρh, где h высота свободной поверхности воды над датчиком давления. То есть из графика видно, что в конце процесса сосуд оказался заполнен доверху. То есть если посчитать, там действительно высота определена. То есть и теперь получается у нас несколько участков. Да, и вот примерно на самом деле причина в том, что мы заливаем здесь, да, вначале поднимается, потом, соответственно, вернуться назад, в какой-то момент времени не меняется. То есть есть участки с постоянным, что называется, его величиной давления, даже несмотря на то, что объем увеличился. Это говорит о том, что есть, значит, внутри какие-то вертикальные перегородки, которые, соответственно, не дают заполниться, не дают в воде потом подниматься. То есть вот эта перегородка А для объема А. Ну вот эта перегородка тоже, вот второй участок, также начинает потом постепенно заполняться. И есть перегородка вот такая D, которая обусловливает, объясняет вот этот вот крутой участок. То есть догадаться, понятно, это не так очевидно, но в принципе было возможно. Вот. И дальше
первое, за что ставились баллы, да, давление в высоту, удобнее было пересчитать, чтобы смотреть. Значит, площадь свободной поверхности воды на разных высотах. Объяснение горизонтальным участкам должно быть дано было. Указано, что на высоте 1,5-2 метра отсутствуют перегородки при заполнению всей площади сосуда. Указано, что на участок от 0 до 0,5 есть перегородки между частями А и Б. И дальше часть определена объем части А. Участок указано наличие перегородок между Б и С. Также часть Б имеет объем, какой определена, часть С. И наличие полости. Еще 1 балл, соответственно. То есть задача сама по себе интересна, необычна. На самом деле, с такой, ну, похожей даже не встречал в своем опыте. Но, тем не менее, правильно. И пятая задача. Тетрагон. Ну, то есть основание стеклянной призмы имеет форму четырехугольника ОАО1D. Вот оно видно. Угол ОАД, АОД, прямой, вот он, 90 градусов. Призма симметрична относительно плоскости, содержащей ОО1, и перпендикулярна основанию. Луч L1, соответственно, нормально падает на грань ОА, и после отражения на гранях D О1 и АО1 выходит через грань ОД также под прямым углом. То есть эти вот заходят и вот выходят как-то. Луч L2, соответственно, падает на грань ОА под углом неким альфа. Вот под углом неким, это его под углом альфа, под каким углом бета относительно нормали к ОД он выйдет из призмы. Вот он, L2. И спрашивается бета, под каким углом. Под каким-то углом он выйдет из призмы. Относительно нормали к грани ОД. После отражения опять же на этих двух гранях. Все лучи перпендикулярно к линии призмы лежат в плоскости вот этого четырехугольника. Так, первое, понятно, надо построить ход лучей. Чтобы L1 вышел перпендикулярно, ход лучей должен быть вот таким. Да, и тогда видны соответствующие углы. Кроме того, треугольник получается BEC прямоугольный, равнобедренный, и значит углы EBC и ECB вот эти вот по 45 градусов. И значит можно определить соответствующие его углы вот эти. И как следствие угол падения отражения. Теперь если построить ход отклоненного луча, он будет несколько отличаться, понятно. Но внутри опять же взаимное пересечение получается. То есть они опять в призме пересекаются под прямым углом. А с учетом вышесказанного и принимая во внимание равенство суммы углов вот этих светлых четырехугольников, можно заключить, что угол, под которым, вот эти серых, угол, под которым преломится L2 на грани ОА равен лучу, под которым он упал на грань ОД. То есть вот этот угол равен вот этому. Ну, точнее, вот этот равен вот этому, значит, вот этот равен вот этому. Потому что здесь 90 градусов. Причем от показателя преломления, как видно, ответ не зависит. Ну и, соответственно, критерий правильно написано преломление нормально падающих лучей, дальше симметричность поведения L1 в призме, применен закон отражения, правильно найдены неизвестные углы в призме, или хотя бы один из них. Показано, что луч, падающий на грань DO1 во втором случае, применял лучу, падающему на OD.
да, получен, что угол L2 равен углу падения, и сделан вывод о том, что угол, под которым луч выйдет из грани, равен углу, под которым он падал. То есть, если задача решалась альтернативным способом при этом, например, через пошаговое построение хода лучей, то следует придерживаться следующего правила, что полностью правильное решение с выводом равенства бета равно альфа 10 баллов, а расстояние хода лучей с правильным прохождением гамма 5 баллов. Ну, соответственно, если не решался вот так, да, решалось немножко по-другому, то учитывали, что если все, вывод полный сделан 10 баллов, если только половина задач, то 5 баллов. Следующий 10 класс. Первая задачка. Воднолыжник, то есть катер идет посредине прямого длинного канала фиксированной ширины с постоянной скоростью v, на котором на натянутом все время тросе длиной L курсирует от одного берега канала до другого воднолыжник. Вот, я думаю, многие видели такую вещь хотя бы по телевизору. В момент времени, когда расстояние между лыжником и правым берегом увеличилось, со скоростью v трос составляет с направлением угол альфа с ноликом. И в этот момент спортсмен у нас оторвался от воды. Пренебрегая вертикальной составляющей скорости, найдите модуль скорости у с ноликом спортсмена в этот момент. И какова в этот момент сила натяжения троса, если масса спортсмена m. Начнем в качестве рисования пока на вид сверху. Некоторый момент движения лыжника. Нам надо принимать не сверху, а вот немножко сбоку. Вот. Поэтому скорость спортсмена необходимо, видите, разложить вдоль относительно берега на две составляющие: перпендикулярно берегу и вдоль берега. И вот два случая. Вот так может быть, а может быть вот так. Так как расстояние от точки от спортсмена до точки катера, в которой период не меняется, то проекции скоростей воднолыжника и катера на линию, проходящую через должны быть одинаковыми. В первом случае, когда спортсмен находился между правым берегом и катером, получается такое выражение. И у штрих, соответственно, будет v минус u тангенс альфа с ноликом. Во втором случае, когда спортсмен находился между катером и левым берегом, получается аналогичное выражение, только с плюсом. При этом модуль скорости спортсмена относительно берега с нуликом, тем не менее, может быть найден. Ну а так как относительно катера воднолыжник движется по конусу радиуса L, то сила натяжения троса может быть найдена, и окончательно она, обратите внимание, не зависит от выбора случая. Первый или второй. И, соответственно, критерий. Записано уравнение кинематической связи между скоростью спортсмена и скоростью катера или заменяющего соотношения между скоростями. Получено выражение продольной составляющей скорости, получено выражение продольной составляющей скорости спортсмена относительно, то есть эти относительно берега между правым берегом и между левым берегом. То есть учтены оба случая, за каждый случай по баллу, как видите, дается. Дальше получен ответ на первый вопрос для обоих случаев 1 балл. И из решения видно, что сила натяжения определяет скорость спортсмена относительно катера 2 балла, выражение для скорости спортсмена относительно катера 2 балла и выражение для силы натяжения троса 1 балл. Дальше следующий. Сейчас, подождите. Шайбу. То есть шайба летит в сторону движущейся поступательной тяжелой плиты, так что их скорости параллельны. Вектор скорости шайбы составляет 30 градусов с нормальной поверхности плиты. Вот нарисовано. Происходит столкновение. Дальше векторы скорости шайбы до и после столкновения одинаковые по модулю и перпендикулярны друг другу. Вот на рисунке видно. Кроме того, они лежат в одной плоскости с вектором скорости плиты. И определите минимальное и максимальное значение коэффициента трения μ, при котором возможно такое столкновение. То есть причина того, что шайба у нас определенным образом отклоняется, она как раз обусловлена силой трения.
Поэтому свяжем импульсы шайбы до и после удара. Да, то есть P, дельта P. И видно, что вектор дельта P образуется вертикалью. Осью OY, угол 15 градусов. Вот потому что. Сейчас, вот дельта P. Ну, потому что импульс до, вот импульс после. Между ними вот он угол с осью Y 15 градусов. Если после столкновения шайбы с плитой проекция скорости шайбы на ось Y меньше проекция скорости плиты на эту же ось, то означает, что в течение всего времени столкновения шайба скользила по плите. То есть и можно определить соответствующую силу трения. И в таком случае отношение изменения импульсов равно отношению силы трения к силе реакции опоры, потому что изменение вертикальное изменение импульса обусловлено, соответственно, силой реакции опоры, а горизонтальное изменение импульса обусловлено, другими словами, вертикально обусловлено силой реакции опоры, горизонтально обусловлено силой трения. И поэтому можно найти соответствующий коэффициент трения, потому что скорость изменения импульса можно связать с скоростями изменения импульса, а те связаны, соответственно, согласно второму закону Ньютона с силами трения и силой реакции опоры. И откуда μ, естественно, найти. Если же после столкновения шайбы с плитой проекция скорости шайбы на ось Ux равняется с проекцией скорости плиты на эту, то коэффициент трения μ может быть любым большим 0,27 на самом деле. И дальше, соответственно, критерии. То есть отмечено или явно исполнено при решении, что изменение проекции скорости происходит из-за действия сил нормальной реакции и силы трения. 1 балл. Явно указано, что в зависимости от проекции видите, от μ x проекция скорости после столкновения меньше y, x проекции скорости плиты, либо равна ей. Да, получено при явном неявном использовании второго закона Ньютона изменение проекции импульса шарика соотношение дельта P x на дельта P y для первого случая на один угол альфа, да, который соответствует как раз минимальному значению. И отмечено, что при всех μ больше μ минимально проскальзывание исчезает до момента прекращения контакта плиты и шайбы. X проекция скорость шайбы и плиты сравнивается, угол отскока не зависит от μ. И указано, что во втором случае значение μ может быть сколь угодно велико. Что здесь и указано, потому что здесь это указано крайний, что называется, случай. Следующая задачка. 3 9 резисторов. Вот, электрическая цепь состоит из 9 резисторов. Да, идеального вольтметра, вот он указан. Сопротивление трех резисторов RX, RY, RZ, RX, RY, RZ неизвестно. Сопротивление же остальных R1, R2, R3. R1, вот они одинаковые. R2, вот и вот R3. Равно, соответственно, 1, 2 и 3 килоома. При подключении к точкам А и Б источник с постоянным напряжением 10 вольт вольтметр показывает 4 вольта, а при подключении к точкам А и С он показывает 5 вольт. И надо определить значение RX, RY, RZ и значение силы тока через источник при подключении его к точкам А и Б и к точкам А и С. Ну и вот, соответственно, варианты. Ну, схему можно нарисовать в виде схемы на левом рисунке. Вот она. Да, здесь определение РБЦ, определение участка схемы БЦ, который может быть преобразован вот таким образом. То есть сбалансированную мощь независимо от РЗ с определением РБЦ. То есть и на самом деле РЗ может быть любым. Если внимательно присмотреться, поскольку мост балансирован. То есть через РЗ ток не течет. Показание вольтметра при подключении к АБ тогда, соответственно, может быть следующим образом определено. Откуда RX получается 3 кОм. Аналогично при подключении к АС можно определить RY. Да, и силы токов, соответственно, уже определить можно без труда.
RZ, обратите внимание, еще раз, ответ получается RX, RY и RZ любое. То есть, и поэтому первые 2 балла ставятся как раз на фиксацию того, что RZ у нас произвольная, так как там сбалансированный мостик. Дальше RBC, соответственно, найдено как следствие сопротивления, найдено RX, RY из 2 подключений и силы тока. Соответственно, разбаловка видна. Задача, смотрю, как код от года электродинамики, вообще говоря, оказалась довольно-таки трудной. Дальше на планете R19. В далеком космосе астронавты исследовали атмосферу планеты R19. Казалось, что она очень похожа на атмосферу Земли, а именно состоит из идеального газа с малярной массой 28 грамм на моль, имеет схожую зависимость температуры от высоты. Рисунок, соответственно. А также и даже ускорение свободного падения 9,9 метров в секунду в квадрате. Однако атмосферное давление на уровне моря отличается от земного. Оно равно 500 килопаскаль. И определить по этим данным, пренебрегая изменениями G с высотой давления P1 и плотностью родин на высоте 1 км, это универсальное газовое состояние напоминает 3,31, здесь напомню. 8,31. Ну и, возможно, решение, соответственно, требуется на высоте, обратите внимание, 1 км. Замечено на участке от 0 до 2 км, в зависимости от температуры от высоты линейная. И убывается его с коэффициентом альфа 3,33 Кельвин на километр. Тогда можно его получить зависимость давления от высоты. То есть при малом изменении дельта H изменение давления тоже будет его вот таким. Покажу. То есть с учетом линейности с высотой, соответственно, давление и плотность линейна также. Тогда связь между относительным изменением давления и относительным изменением температуры дельта P на P, да, СК дельта T на T, где К примерно равно единице с учетом коэффициента. Означает, что давление также линейно бывает с высотой. Именно на этом участке. От 0 до 2 км. Понятно, что больше потом там немножко другая зависимость получается. Но нас интересует высота 1 км, поэтому это проще. И плотность атмосферы получается постоянно на этом участке. Да. И давление на высоте 1 км с учетом линейного убывания 442 килопаскаля. Ну и дальше критерии, понятно, показано, что у нас и найдено, соответственно, дельта T на дельта H, что оно линейно записано выражение, связывающее дельта P и дельта H, записано выражение плотности, получено выражение связи между относительными изменениями давления и температуры при малом изменении высоты. Ну, вычислено, что К примерно единица 1 балл. Сделан вывод о давлении линейно бывает с высотой 1 балл. Сделан вывод, что плотность атмосферы постоянно от 0 до 2 км. Вычислена плотность от его атмосферы и давление на высоте 1 км. И вот разбаловка видна. И пятая задачка в 10 классе. Бусинка на кольце, то есть на тонкое проволочное кольцо радиусом R свободно одета бусинка. Кольцо неподвижное, расположено горизонтально в поле тяжести. Коэффициент трения скольжения между бусинкой и кольцом равен μ. В начальный момент времени бусинка движется со скоростью v с ноликом. Требуется найти модуль силы трения, действующей на бусинку в начальный момент времени, модуль полного ускорения бусинки в тот же момент и выражение, позволяющее с погрешностью не более 2%, найти путь бусинки за время, в течение которого ее скорость уменьшится на 1%. Вот, и по порядку, если посмотреть, ну, сила реакции опоры, она у нас состоит из двух составляющих. Одна сила реакции опоры вертикально, другая горизонтально. Ну, соответственно, вертикально обусловлена сила тяжести, горизонтально обусловлена движением по окружности, так как она приводит к появлению центросемейного ускорения. Сразу после начала движения модуль силы трения, соответственно, можно найти с учетом этих двух фактов.
Ну, дальше, после полного ускорения бусинки состоит из двух составляющих, опять же, горизонтальной, точнее, двух горизонтальных теперь составляющих. Одно ускорение нормальное, другое ускорение обусловлено силой трения. То есть так называемая нормальная и тангенциальная составляющая ускорения. В школе обычно не проходится разложение, далеко не, поэтому и задача вызвала определенные трудности. Хотя кто-то, в принципе, догадался, насколько я понял. Сразу после начала движения можно найти модуль полного ускорения. Да, точность будет обеспечена при использовании приближенных формул. Да, в школе, к сожалению, математики редко просматриваются приближенные формулы, но тем не менее. Вот пример как бы вот этой самой приближенной формулы. И критерии, соответственно, выражение для вертикальной составляющей тела, выражение для горизонтальной составляющей, выражение для силы трения. Сюда это давалось вот за эту первую часть, и для вот эту первую кусочек 3 балла на самом деле давалось. Дальше, соответственно, полное ускорение 1 балл, нормальное составляющее ускорение, хотя совсем просто, но тем не менее давался 1 балл. Выражение для тангенциальной составляющей ускорения не столь очевидно, как вертикально, как нормальное, но тоже 1 балл. Записана приближенная формула, за это давалось 2 балла, по 1 баллу, потому что за каждую формулу, и получен ответ для дельта S и конечное выражение для дельта S по 1 баллу. То есть вот в таком виде. 10 класс у нас все, и, соответственно, 11 класс. Первая задачка называется испытание автомобиля. То есть плоский горизонтальный полигон для испытания гоночных автомобилей имеет 2 участка с разным покрытием. Вот они видно, μ и 2 μ. По условиям испытания автомобиль должен проехать по прямой расстояние L от линии старта до линии границы между участками. В одном направлении стартуя с нулевой начальной скоростью. После пересечения границы автомобиль должен остановиться. Коэффициент 3 на первом участке μ, на втором 2 μ. За какое минимальное время автомобиль может выполнить это испытание от старта до полной остановки? И какая при этом будет скорость в основном автомобиля при пересечении им границы участков? Нарисовать зависимость скорости автомобиля от времени, соответствующего вашему решению, и отметьте на нем момент прохождения автомобиля в линии границы. Автомобиль полноприводный, с неограниченной мощностью двигателя, размера машины, после L пренебречь. То есть очень интересная в этом плане задача. Один из, вообще говоря, вариантов подобной задачи, когда решается задача, объясняется очень часто таким образом, иногда преломление света на подобных задачах. И, соответственно, возможное решение, то есть если участок длиной L проехать максимально быстро, с максимальным ускорением, ну что, ускорение, обратите внимание, его условно сила трения, да, может быть, то скорость на линии границы будет, соответственно, вот такая. А время разгона следующее. При этом минимально возможное время торможения за линией границы тоже может быть определено с учетом силы трения. И общее время испытания вот так связано. Если пересекать теперь линию границы со скоростью v с ноликом меньше, чем v1, то увеличивается время достижения этой линии, но сократится время торможения за ней. И вопросы конкуренции между СМИ и времени требуют дополнительного изучения. Ну и вот пусть на границе скорость v с ноликом меньше, чем v1, которая достигается за минимально возможное время t с ноликом при следующем характере движения. То есть разгон с максимальным положительным ускорением до v2 больше, чем v с ноликом, при котором оставшемся пути хватит, чтобы сбросить эту скорость до заданной v с ноликом. При максимальном возможном отрицательном ускорении. В данном движении вот, графически, если посмотреть, вот там разные варианты, как раз они и рассмотрены. То есть первый участок соответствует разгону с максимальным ускорением μg. Второй участок соответствует заблаговременному торможению с максимальным ускорением от скорости v с ноликом до v
от V2 до V с ноликом на границе. И третий торможение за линией границы с ускорением уже другим. До полной остановки момента. Вот видно, как бы варианты разные, как можно двигаться. То есть можно зайти с помощью рисунка зависимости с ноликом от V с ноликом. Ну и в итоге в конечном ситуации требуется исходное время торможения за линией финиш и минимум данного выражения. Варьирую его по V с ноликом. То есть задача не очевидная для 11-классников вообще. Потому что это, как видите, громоздкое решение данной задачи, и поэтому оно и вызвало прям трудности, хотя с виду простое условие, но не очевидное решение. И, соответственно, критерии, то есть график зависит скорости от времени, позволяющий обосновать алгоритм движения автомобиля. То есть достаточно присутствия на графике точек О, А, Б, С, вот они, О, А, Б, С. Предложен алгоритм движения на участке длиной L, обеспечивающий минимальное время его прохождения при заданной скорости V с ноликом на границе 2 балла, получит зависимость минимального времени прохождения участка длиной на заданной скорости. То есть правильно записано кинематическое отношение 1 балл и результат в виде функции T с ноликом от V с ноликом 1 балл. Дальше выражение для полного времени испытания функции скорости на линии границы. Анализ получен выражение на минимум, ответ для минимального времени испытания и ответ для скорости на линии границы, при котором реализуется минимальное время испытания. Следующая задачка, вторая, кубическая планета. На планете в форме куба из однородного материала вдоль большой диагонали высверлили узкий прямой гладкий канал. Если маленький шарик от путей без начальной скорости в точке А вершины, его скорость в момент прохождения центра куба будет равна V1. Какую минимальную скорость V2 нужно сообщить шарика при запуске в космос из точки А, чтобы он не мог покинуть поле тяготения планеты. Чтобы он мог, точнее, прошу прощения, покинуть поле тяготения планеты. Атмосферы у планеты нет. Ну и возможное решение. То есть исходный код можно составить из 8 кубиков серебром вдвое меньшего размера. И по аналогии с электростатикой можно ввести гравитационный потенциал, на самом деле, который в вершине любого оторванного куба будет прямо пропорционально его массе и обратно пропорционально линейным размерам с одним и тем же коэффициентом пропорциональности. Пусть длина ребра и масса малого кубика равны, соответственно, B и M, а гравитационный потенциал в центре равен V с ноликом. Тогда, соответственно, можно определить этот самый потенциал, чему он равен, тк некий размерный коэффициент, обусловленный формой, на самом деле, нашего любого объекта, для которого мы подобный гравитационный потенциал вводим. Ρ, соответственно, плотность планеты. Причем здесь мы учли, что энергия гравитационного взаимодействия отрицательна. Что, вообще говоря, иногда для школьников не очевидно, но если учесть аналогичный факт для электростатического поля, то становится понятно почему. Если нулевой уровень, принять энергию на бесконечности. Потенциал в центре большого куба есть суперпозиция 4 этих потенциалов, а в вершине тоже есть суперпозиция 4 потенциалов, но уже, понятно, другая немножко. То есть они, видите, отличаются. И тогда из закона сохранения энергии следует вот одни уравнения, и вот в итоге из этих уравнений следует, чему равна скорость. Ради внимания слева приведен пример для, по сути, что называется, вторая космическая скорость, та, которая, соответственно, если бы тело было шаром, называется. И вот критерии, это уже скорректированные, соответственно, прислали, поэтому, к сожалению, только сейчас увидел. Ну и вот идея разбиения на 8. Установить связь потенциала в центре куба с потенциалом в вершине кубика вдвое меньшего по размеру. Доказано, что при увеличении размера куба в 2 раза при сохранении плотности потенциала его вершине увеличится в 4 раза. Записана система уравнений и закон сохранения энергии для скоростей потенциала и основан получен ответ для скорости в вершине куба. При внимании с кубической планеты улететь легче. Да, для нее вторая космическая скорость равна, оказывается, скорости в центре кубика.
Третья задача. Сосуд с поршнем. Теплоизолированный цилиндрический сосуд разделен на две части, не проводящим тепло поршнем, который может перемещаться без трения. В начальный момент в левой и правой части сосуда находится по одному молю гелия при одинаковой температуре. В левую часть сосуда теперь подвели тепло с помощью нагревателя, вот он нарисован. И при этом температура гелия в ней увеличилась на малую величину дельта-Т. Определите изменение температуры дельта-Т2 в правой части сосуда и количество теплоты, переданное нагревателем. Но при этом, обратите внимание, поршень не проводит тепло. То есть изменение температуры обусловлено только движением поршня. Ну и понятно, через уравнение Менделеева-Клапейрона задача решается. Причем здесь еще, что давление в левой и правой части всегда при равномерном процессе одинаково, суммарный объем частей не изменяется. Вот поэтому плюс-минус соответствующее приводится. И давление P1 и там, и там. Ну и можно составить пропорцию из уравнений для конечного состояния. И при раскрытии скобок мы пренебрегаем при этом малой величиной второго порядка дельта V на дельта T, то есть только линейную составляющую. И тогда дальше уже учитываем первое начало термодинамики для процессов в цилиндре. Да, при этом учтено, что процесс в правой части сосуда адиабатный, а суммарная работа в системе равна нулю. И для малых изменений объема и давление работы можно также представить в виде P0 на дельта V, что и вместе с условием, что дает нам вместе с условием на адиабатный процесс. И подставляя следующее уравнение, можно получить Q как в конечном работу и Q как 15/8 R дельта T. При этом критерии оценивания, за что давались баллы, соответственно, записано уравнение для начального количества состояний 1 балл, уровень состояния учтено равенство давления, связь не объемов 1 балл, получено выражение 1. Точнее, в разных вариантах можно написать. Если в процессе получения выражений малой величины второго порядка не применяется, все равно ставится полный балл. То есть это просто авторское решение, в принципе, вы могли глубже решить, что называется, эту задачу. Дальше записано, выражение для первого начала термодинамики в процессах. Причем вместо двух выражений может быть записан только один закон для системы в целом. Это не являлось ошибкой. И записано выражение для работы, ну потому что работу одного и второго газа друг друга компенсируют. Это с этим связано. Записано выражение для работы при малом изменении объема и давления. Получена соответствующая связь дельта V и дельта T, определено изменение температуры и окончательное выражение для Q. Четвертая задачка. Ice на вертикальный цилиндрический сосуд с водой, равномерно вращаясь вокруг своей оси с периодом T0 быстро охлаждают. Так что на поверхности появляется тонкая гладкая ледяная корка. На корку вблизи оси сосуда без начальной скорости помещают маленькую бусть, которая может без трения скользить по поверхности. Найдите период ее малых колебаний. То есть первое, что, вообще говоря, надо было догадаться, может быть, или найти, это то, что равновесная форма поверхности воды, превращающейся в сосуды, определяется уравнением вот таким вот параболическим. Форма соответствующей параболы. Дальше потенциальная энергия бусинки на корке следующее определяется, совпадает с потенциальной энергией деформированной пружины. По этой причине, ну то есть она похожа, ведь получается по этому пружине, если свяжем по аналогии с деформированной пружиной, следующей жесткостью, то период колебаний маятника аналогии с периода колебаний математического, пружинного маятника, и поэтому вот он, соответственно, и определяется. И обратите внимание, она вращается с периодом T с ноликом, и период колебаний этой пружинки совпадет с периодом T с ноликом, в котором вращается наше тело. Интересный факт на самом деле. И первое, за что ставилось 2 балла, это зависимость H от R. Дальше выражение для связи угловой скорости с периодом. Выражение для потенциальной энергии бусинки
на корке через R, выражение для жесткости K, аналогичные колебательные системы, выражение для периода колебаний и обоснованно получен ответ T равно T0. И пятая задачка. Установка частицы в магнитном поле, то есть маленькая частица с положительным зарядом код движется в однородном магнитном поле с индукцией B в вязкой среде. Сила сопротивления среды, действующей на частичку, прямо пропорциональна ее скорости. В начальный момент времени импульс частицы равняется P с нуликами на правом перпендикулярной линии индукции. Вектор перемещения частицы к моменту, когда скорость частицы впервые оказалась противонаправленной начальной скорости, составляет его угол фейс вектором P с нуликом. Спрашивается, какой путь прошла частица до остановки, чему равен модуль перемещения частицы до остановки, и при этом силой тяжести можно пренебречь. Ну и вот пример возможного решения, вот как получается, что получилось у нас. Вот он угол фи, и вот она как раз, получается, развернулась в обратном направлении. Ну, в силу того, что вязка. Поэтому и называется такие установки частицы в магнитном поле. Но при этом вот видите вязка. То есть вот пример выбора соответствующего начала координат, уровень движения с учетом силы трения. Да, коэффициент B как раз связывает коэффициент B, коэффициент вязкого трения. Ну, эти уравнения для ускорения и для ускорения и скорости. Эти координаты не присутствуют. Но при этом, если некие коэффициенты, да, и для малого интервала времени можно найти соответствующую, как определить ускорение со скоростью. Вот уравнение получается для изменения скорости. И как оно связано с изменением координат частицы в малый промежуток времени. Если просуммировать изменение проекции скорости и координат за определенное время от начала движения, можно получить, чему равно Vx и Vy минус V с нуликом. Потому что вот эти все малые изменения как раз дадут нам полное изменение, суммарное. То есть можно просто сложить. Это аналогично тому, как в вузах занимаются решением дифференциальных уравнений, там интегрируют аналогичным образом. То есть здесь по аналогии сделано, по сути. Смоделирована ситуация интегрирования. В точке С вектор частицы антипараллелен с нуликом, поэтому, видите, Vx у нас 0 получается. И отсюда тогда ky определяется, альфа определяется, и сила Лоренца при этом действует перпендикулярно скорости и модуля частицы. Определяется только сила, по сути, определяется только определенная скорость изменения модуля скорости определяется только силой сопротивления. И поэтому вот нужно так зафиксировать этот факт. Если с дельта S расстояние пройдено за дельта T, и суммируя опять же обе части за определенное время, можно получить как раз чему равен путь. То есть расстояние пройденной частицы от начала движения до момента остановки. А дальше уже связывая соответственно координаты точки его с началом координат, можно определить расстояние от начальной точки до точки остановки. На соответствующие углы. Ну и, соответственно, критерии оценивания. Второй закон Ньютона для проекций на координатной оси. Переход от уравнения пункта 1 к уравнению, указывающему на изменение проекции скорости координатами. Использование уравнения пункта 2 для определения коэффициента альфа. Второй закон Ньютона проекции направления движения. Выражение для связи изменения модуля импульса с полевым расстоянием. Верный результат для S. Уравнение для координат точки и координат точки остановки. Вообще говоря, задачка тоже не очевидная, поскольку, по сути, требует решения так называемых дифференциальных уравнений. В школе этого не проходится. И здесь, по сути, в авторском решении предложена попытка варианта решения. Называется, по сути, если бы ты рассказывал через решение дифференциальных уравнений, понятно, было бы все понятно, очевидно. Здесь это не так очевидно, такой подход. Ну, организаторы, что называется, придумали такие задачи. Далеко не все обязаны все задачи решать все. Какие-то отбор соответствующие. Так и теперь переходим к экспериментальным. Пока я открываю экспериментальные задачи, я жду в чате вопросы, может, есть по теоретическим задачам.
Так, начнем по порядку. Начнем. Вопрос не появилось. Ну что ж, тогда продолжим. 7 класс. Первая задача — стержень в шприце. То есть необходимо было определить внутренний диаметр шприца, диаметр стержня, плотность материала, в который изготовлен стержень. При этом важным моментом обратить внимание на перечень оборудования. То есть было дано 2 шприца, один простой, другой с металлическим стержнем, но известной длины, электронные весы, пластиковый стакан с водой, бумажной салфеткой для поддержания чистоты. В числе оборудования, обратите внимание, не было линейки. И те, кто, вообще говоря, решали задачу с линейкой, получили максимум, может быть, 1 балл. То есть это, я бы сказал, далеко не вариант. И возможное решение. На самом деле задача не трудная была. Да, первое, понятно, определить надо было массу стержня. Да? То есть она очень легко определяется, масса, потому что шприцы одинаковые, поэтому легко можно определить массу стержня по разнице 2 взвешиваний пустого и шприца со стержнем. Дальше, так как длина стержня известна, можно определить расстояние между штрихами на шкале шприца. Ну, чтобы, соответственно, определить объемы соответствующие. Дальше заполняется шприц водой до максимального удлинения, определяется масса шприца, заполненная водой. Выдавливается до тех пор, пока поршень не упрется в стержень. Тоже определяется масса шприца. Знаем массу вылитой при этом воды, и, соответственно, ее объем, также расстояние миллиметров, за который переместится поршень, вычисляется, площадь внутреннего сечения и внутренний диаметр шприца. Был там 19 мм, соответственно. Масса воды в шприце при высоте слабо равной длине стержня определяется объем, то есть вычисляется площадь по пересечению кольца воды высотой длине соответствующего стержня, площадь сечения стержня, диаметр стержня можно посчитать из этих соображений, потому что там он тяжелее получается, чем... И из этих соображений дальше уже, зная объем стержня, да, плотность стержня можно посчитать, и, соответственно, плотность стержня была. Ну, диаметр стержня, видите, 12 у нас, скажу, где-то там не 12, а меньше был в нашем случае миллиметров. Вот, и в этом плотность больше. У нас в эксперименте было это в авторском решении у них 12 миллиметров и 2,8 на 10 килограмм на метр кубический. У нас был, соответственно, в качестве стержня использован гвоздь, соответственно, более плотная сталь использовалась, и поэтому диаметр стержня там около 7 миллиметров был. Хотя вот кто решал в Сириусе, у них, соответственно, там сильно точно с такими параметрами. Нам, как организаторам, не удалось, на самом деле, подобрать тот вариант, который был называется, в авторском решении. Вот, и вот, соответственно, критерии. Тут максимум можно было получить 10 баллов. Вот. Кто использовал еще, обращая внимание, пользовался линейкой, то они только получили на большинство, смогли вот массу стержня все-таки найти. А дальше, соответственно, к сожалению, кто влез, кто по дрова, единицы, кто вот сделали вот этот второй этап, внутренний диаметр шприца, кто-то попытался опять же с этим же, ну, кто-то линейкой, кто-то стержнем пытался определять, вместо того, чтобы просто воспользоваться знанием плотности воды. Дальше диаметр, соответственно, стержня, 3 балла еще, объем его стержня, берем, может быть, не хуже 7%, 1 балл за это давался, и плотность стержня, ну, понятно, если вы знаете объем и массу, то можно найти плотность. Плотность без знания объема не дают, поэтому тот, кто доходил до конца, получал, соответственно, 10 баллов. Таких немного, но были. Вторая задачка требовалась определить
когда это связано было с скатыванием шарика, наклоном жёлоби начинает его нижнего конца фломастером нанесены отметки через каждые 15 метров, и на 5 сантиметров ниже каждый нанесены другие отметки. Нижний конец жёлоба должен касаться упорников деревянного бруска. Запустите безначальную скорость металлический шарик от отметки N1, N и T, и включите секундомер в тот момент, когда шарик прокатывается мимо отметки N и T. Остановите секундомер при соприкосновении шарика с упором и повторите эксперимент для каждой из отметок не менее 5 раз. И усредните результат надо было. Вот. Но, к сожалению, тут был еще интересный такой момент. На самом деле, изначально организаторами были высланы одни отметки, а потом, соответственно, как видите, в условиях задачи немножко отметки другие. И не всегда, на самом деле, что называется, совпадало предложение. Ну, сама по себе оборудование, в принципе, не всегда в этот раз совпадало с условиями задачи. То есть в одной задаче вообще получилось ситуация, что перечень оборудования, ну это не конкретно 7 класса, а вообще в целом в перечне оборудования должен был быть секундомер, а соответственно секундомера в перечне оборудования изначально полученного 10 января не было. Вот такой небольшой момент получился. Накладки обусловлены только нами. Ну и вот, соответственно, надо было построить или, да, такие вот график в зависимости от средней скорости от среднего времени, скорость, которую достигают шарики, и расстояние покоя определить скорость, которую достигает шарик, преодолев расстояние покоя участок длиной 5 см. В качестве оборудования алюминиевый уголок, шарик, закрепленный одним концом коробки, деревянный брусок, секундомер, миллиметровая бумага формата А5 для построения графика. Ну и, соответственно, понятно, его тут вот, получается пример измерений. Да, соответственно, это его график средней скорости от времени. Он должен, обратить внимание, он линейный. Сильно должен был получаться линейным. Вот, скорость, которую достигает шарик, преодолев состояние покоя 5 сантиметров. Примерно, ну, в авторском решении 17, понятно, у кого как получилось, там, это в авторском решении высота такая, соответственно, дана. Вот. И числе критериев 5 баллов, за табличку уже давалось 5 баллов. Дальше зависимость, это его график зависимости средней скорости от времени, 3 балла. Ну, 3 балла при условии, понятно, если отложена у нас единица измерений, выбран национальный масштаб, нанесены шкала, соответствие точек найденным графиком и проведена прямая средней скорости от времени. Дальше, обратите внимание, вот очень многие, к сожалению, взяли и измерили среднее, хотя вот сказано в критерии вычислено время спуска шарика с высоты 5 см и вычислена средняя скорость. То есть не измерено, а вычислено, то есть надо было найти ускорение. Так как они тут написали, я вообще не понимаю, почему они так делают. Я просто взяла 100 единиц и рассчитала, там 4 года растет, потом 4 года снижается. Откуда они взяли вот эти степени, непонятно. У меня тоже две задачи. Я обычно открываю чат на другом ноуте, но сейчас тут просто не очень удобно его тащить. Я открою здесь в браузере, если что, вот здесь будет ваше видео, здесь вот это окно, здесь будет появляться чат. Если вы там в какой-то момент просто сверните презентацию, откройте, посмотрите. Ну, не знаю, вот по физике вот сейчас посмотрим, ну, там, по-моему, никто ничего не пишет. Сейчас вот идет по физике. Понятно, вначале, но потом другой. Слушай, ну уже 1,5 часа. Ой, это будет долго вообще. Дальше, 8 класс, соответственно. 8 класс. А сколько всего? Значит, 9? Или до 11 он будет? Вот у него никто ничего не пишет. Вот. Ну, так все уже вот лежат, наверное. Так, ну окей, тогда все почти готово. Презентации еще не открыл. Вот они обе открыты. Если что, на рабочем столе лежат. Вот. Ну, вы не очень долго, да, будет? Часик, меньше часика. Ну, мы, наверное, на часе. Да. Окей. Ну, я думаю, что смысл там такого, как долго, что никто ничего слушает после полчаса точно. Если что, вот, ну я потом, не знаю, дождусь до конца лета, если что, вот Гусева завершит, вот здесь будет
Сейчас я нажму начать трансляцию, и будет также кнопка там завершить. Когда вы закончите, просто нажмите завершить, а это можно все не отключать, пусть оно все уснет само. А вы нам подождите, начнете, да, трансляцию или мы? Да. А, вы сами. Сейчас я только проверю, что мы уже чуть задержимся. Ну, на 4 минутки. Да нет. Да. Да нет, да, звук есть, все окей. Ну, все, тогда можно начинать. Ты сюда, я туда. Твои варианты. Это да, Я если- немножко танцую камеру. Так. Нормально так? Картинка. Свет? Окей. Дверь как-то стоит. Ну. Так, ну что, тогда начнем. Окей. Так, чат, если что, вот тут. Завершить трансляцию вот тут. Это потом в самом конце нажимаем. И ваша презентация. Самая первая. Вот это. Окей. Все, можете начинать. Так, добрый день, дорогие друзья. Вот мы рады вас приветствовать на нашем вебинаре, посвященном разбору олимпиадных заданий регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике. Меня зовут Швецова Ирина Николаевна. Я являюсь кандидатом экономических наук, работаю в Институте экономики и финансов СГУ имени Петерима Сорокина и являюсь председателем жюри регионального этапа Олимпиады по экономике. Со мной рядом Некрасова Галина Андреевна. Она старший преподаватель в Институте экономики и финансов СГУ имени Петерима Сорокина, и она является членом жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике, и вместе со мной она примет участие в этом вебинаре. Вот. Хотелось бы вспомнить, что Олимпиада по экономике регионального этапа включала в себя 2 тура. В первом туре первый тур был посвящен и включал в себя тестовые задания. Второй тур – это задачи. Я предоставляю слово Галине Андреевне для того, чтобы она разобрала тестовые вопросы первой и второй части для 9 класса, 10 и 11 классов. Думаю, что это будет более целесообразно, тем более, что очень много заданий повторяются и для 9 класса, и для 10 и 11. Пожалуйста, Галина. Добрый день, уважаемые участники. Итак, первый тур состоял из нескольких частей. Первая часть – это было 5 вопросов типа верно-неверно. Каждый вопрос оценивался в 1 балл. На сайтах вы увидите вопросы и правильные варианты ответа. Прокомментируем каждый из них. Значит, первый вопрос. Рост цен на лыжи приведет к росту цен на лыжные ботинки. Здесь нужно было обратить внимание на то, что рост цен на лыжи может привести к снижению спроса на товар-комплемент, то есть на лыжные ботинки, в случае, если он произошел вследствие увеличения, например, каких-то внутренних издержек. А с другой стороны, мог произойти рост спроса на катание на лыжах, и при этом действительно цены на лыжи также выросли, и цены на лыжные ботинки выросли. Но это вовсе не означает, что именно рост цен на лыжи послужил причиной роста цен на лыжные ботинки. Поэтому правильный ответ 2 нет. Значит, второй вопрос, он касается цен на рынке бензина. И здесь очень важно обратить внимание на то, что в условии сказано, если на рынке бензина наблюдается тенденция к росту цен, потребители бензина обязательно выиграют от заморозки цен на него.
На самом деле необходимо понимать, в какой системе работает этот рынок, потому что если рынок является конкурентным, то заморозка цены на более низком уровне, нежели равновесные, она может привести к дефициту товара, вследствие чего может снизиться благосостояние потребителей. Если же рынок является монопольным, то потребители, наоборот, могут выиграть. Соответственно, ответ 2 «нет» будет верным. Третий вопрос. Увеличение ставки налога не обязательно приводит к повышению поступлений в бюджет. Да, действительно, это так, потому что увеличение ставки налогов может при этом снизить налогооблагаемую базу. Здесь нужно вспомнить, что такое кривая Лаффера. На слайде вы видите краткое пояснение. Увеличение налоговой ставки первоначально вызывает рост бюджетных доходов от налогов, но после определенного уровня приводит к их падению. Что может происходить вследствие того, что снижаются стимулы для экономических агентов развивать свою деятельность, расширять объем производства, а также возрастает степень уклонения от налогов при более высоких ставках. Соответственно, ответ «да» будет правильным. Далее, 4-й вопрос. При увеличении числа фирм на рынке однородного товара суммарная выручка фирм может увеличиться. Здесь, конечно, было бы удобнее взять любую функцию, вот как вы видите в примерах, и действительно рассчитать на конкретных числах. То есть если мы, например, берем спрос как функция Q равняется 100 минус P, и предполагаем, что изначально было предложение, описываемая функция P делить на 9, оно увеличилось до P делить на 4. Посредством несложных математических расчетов мы получаем, что цена снизится с 90 до 80 единиц, эластичность спроса сохранится, следовательно, выручка фирм увеличится до 1600. Значит, следующий вопрос говорит о том, что есть предположение, что фирмы, которые частично принадлежат иностранным инвесторам, склонны к инновациям больше, чем фирмы, в структуре которых иностранцев нет. Соответственно, государство, которое стремится добиться инновационного роста, должно способствовать росту прямых иностранных инвестиций в экономику. Обратите внимание, что совершенно не обязательно наличие иностранных инвестиций будет влиять на склонность к инновациям. Действительно, иностранные инвесторы могут в первую очередь выбирать более инновационные фирмы, но это скорее корреляционная зависимость, а не причинно-следственная связь. Также вы можете обратить внимание на ссылку на статью, где как раз рассматривается вопрос взаимосвязи иностранных инвестиций и инновационной активности фирм. Следующий вопрос – это вопросы части 2, 5 вопросов, каждый из которых оценивался в 3 балла. Самый простой вопрос в данной части оказался относительно Нобелевской премии в 2018 году. Практически все ответы были правильными. Было установлено, что в 2018 году была присуждена Нобелевская премия по экономике, в частности в области макроэкономики, за модели, которые учитывают изменения климата и технологические инновации при объяснении экономического роста. 7-й вопрос отличался для 9 классов и для 10-11 классов. В 9 классе вопрос звучал так. Покупатель облигаций компании X становится кредитором компании X. То есть нужно знать, что облигация – это долговая ценная бумага. Соответственно, тот человек, который покупает облигацию у компании, он становится ее кредитором. Для 10-11 класса вопрос звучал так. Покупатель европейского опционного колла на акции компании X. Правильный ответ: имеет право на покупку определенного числа акций фирмы X по определенной цене в определенный момент в будущем. Это устоявшееся определение, однако, если вы с ним не знакомы, можно было бы путем логической взаимосвязи определить ответ. Опцион колл состоит из 2 частей. Опцион в переводе с английского получается, в транслитерации можно. Option – это возможность, значит, это не может быть какая-либо обязанность, и все ответы, где указана обязанность, мы можем отбросить. И call переводится с английского как вызывать, собирать, а это ближе к покупке, чем к продаже. Соответственно, получаем 4-й ответ. 8-й вопрос. Первые 4 года цена акции росла на 100% в год, следующие 4 года она падала на 60% в год. Как изменилась цена акций за 8 лет?
Здесь необходимо было применить навыки просто арифметических расчетов и логических умозаключений. Также можно было, например, взять условную стоимость акций 100 единиц и просто сначала 4 года ее увеличивать на 100% в год, потом снижать, и получается ответ, что совокупное снижение составило 59,4%. 9-й вопрос для 9 класса. Значит, в стране X живет 1000 человек, половина из них, суммарное богатство первой половины из них равно суммарному богатству второй половины списка. Какое утверждение верно? Действительно верно утверждение 4, потому что богатство всех жителей одинаково. Если бы богатство хотя бы 2 человек было различно, то условие это бы не выполнялось. Значит, 9-й вопрос для 10-11 класса. Кривая Лоренца страны проходит через точку 0,5, чему равен максимально возможный коэффициент Джинни. Здесь нужно знать, во-первых, что такое кривая Лоренца, во-вторых, что такое коэффициент Джинни. Здесь мы понимаем, что в точке 0,5 кривая Лоренца совпадает с линией абсолютного равенства, соответственно, максимальное значение коэффициента Джинни равняется 0. Так, ну и 10-й вопрос. Он также отличался для 9 класса или 10-11. Значит, есть фирма, которая владеет 3 заводами с функциями издержек. Производство распределяется так, чтобы суммарные издержки были минимальны. И оказалось, что при некотором общем положительном объеме выпуска фирма решила использовать только один из заводов. Это может быть любой завод, правильный ответ, потому что производство одной единицы стоит одинаково на каждом заводе. Вы на слайде можете видеть пояснение. Ответ будет 4. Для 10-11 класса данный вопрос немного видоизменился. Оказалось, что при каком-то общем объеме выпуска фирма решила не использовать один из заводов. Какой завод это может быть? Значит, при малых объемах производства на 2-м и 3-м заводе предельные издержки близки к 0. Следовательно, при распределении малого объема на 2-й или 3-й завод снизит совокупные общие издержки. Именно поэтому фирма всегда будет стремиться использовать и 2-й, и 3-й завод. И отсюда выходит, что правильный ответ только первый, это 1. Так, спасибо, Галина Андреевна. И мы перейдем к тестовым заданиям 3-го и 4-го разделов. Так, начнем с 9 класса. Первый тур, тестовые задания, части 3. Задания части 3 включали в себя 5 вопросов, в каждом из которых среди 4 вариантов ответов нужно выбрать все верные. То есть правильный ответ и баллы выставлялись в том случае, когда было полное совпадение выбранного множества вариантов с ключом. То есть если даже хотя бы один вариант ответа не был отмечен, то, соответственно, весь вопрос не засчитывался, и тот, кто писал Олимпиаду, не получал нужного количества баллов. Правильный ответ, как я уже сказала, засчитывался в 5 баллов. 11 вопрос в части 3. Значит, вопрос заключался в том, его суть, что студент экономического факультета решил открыть бизнес по онлайн-подготовке к Олимпиаде. И у студента экономического факультета есть 2 альтернативных варианта: либо вложиться в этот бизнес-проект, либо же положить деньги на депозит, и необходимо было установить, при каких ставках банковского процента вкладывать деньги в этот бизнес выгоднее, чем на депозит в банк, где проценты выплачиваются раз в год. В данном случае все предложенные варианты были верными, то есть это 1, 2, 3, 4. То есть такой вот нюанс, на который тоже нужно обращать внимание, когда все варианты предложенные могут быть верными. Основная идея, которая лежит в ответе на данный вопрос, заключается в том, что нужно было исходить из принципа: доходность проекта должна превышать доходность банковского депозита. И даже не владея знаниями чистого приведенного дохода или внутренней нормы доходности, в данном случае необходимо было логически установить, что уже в первый период времени
доходность проекта составит 50%. А далее, поскольку он будет приносить в следующие и последующие годы еще большую сумму дохода, а далее, опять же, стабильно 500 тысяч рублей, естественно, это делает его намного более выгодным, чем депозит по тем ставкам, которые предложены как варианты ответов. Вот. И необходимо принимать во внимание, что, в принципе, чем больше периодов мы будем брать в расчет, тем, соответственно, средняя доходность, которую мы будем получать как доходность по проекту, будет приближаться к 50%. Далее, 12 вопрос, части 3. Необходимо было выбрать верное утверждение. Правильные ответы – это варианты 1 и 4. Значит, в данном случае необходимо было иметь четкое знание и представление относительно экономических определений и понятий, и верно трактовать экономические события. Вот, дано верное определение экономической модели и верная взаимосвязь роста реальных доходов с возможностями человека относительно того, сколько он может покупать своих доходов на полученные доходы. Однако варианты 2 и 3, они не верны, поскольку в экономических моделях важные показатели должны использоваться не как константы, да, вот, важные показатели принимаются как прочие. Вот. А что касается 3-го варианта, вот различные шоки спроса и предложения воздействуют на равновесие экономики. Так, что касается 13-го вопроса, в результате каких событий цена рубля, выраженная в иностранной валюте, упадет в условиях политики плавающего валютного курса. То есть в данном случае необходимо было знание взаимосвязи факторов, которые влияют на национальную валюту, на курс национальной валюты. И прежде всего то, что любое увеличение предложения денежной единицы будет понижать ее курс. И в данном случае верные ответы 1, 2 и 4. Так, интересным является вопрос 14 про шоколадку Аленка. Ее можно решать с экономической, с математической точки зрения и, соответственно, получать различные правильные ответы. Вот, трактуя данную задачу, ее решая с точки зрения экономики, мы должны выбрать правильный ответ 4. Вот, поскольку с точки зрения экономики по готовности платить в конкретной ситуации нельзя делать общие выводы о предпочтениях в целом. Вот, и как бы нравится тут продукт или не нравится, это не вопрос рассмотрения экономической теории. 15-й вопрос заключался в том, чтобы сказать, в какие из международных организаций входит Россия. То есть это вопрос на знание той ситуации, которая сегодня есть и складывается. Верные ответы 1, 3. Если мы хотим дополнительно посмотреть и почитать о том, что это за организации БРИКС и ВТО, вот ссылки на сайт в данном случае на слайде представлены. Часть 4, 9 класса, она уже включала 5 вопросов с открытым ответом, и достаточно было только вписать численный ответ без указания единиц измерения, то есть какие-либо выкладки и попытки рассчитывать не принимались в расчет, и правильный ответ, полностью правильный, оценивался в 7 баллов. 16-я задача в части 4. Это задача о конкурентном рынке и субсидировании. Вот, то есть государство вводит субсидию в размере 20 денежных единиц за каждую проданную единицу продукции, и необходимо было найти расходы государства на субсидию. Правильный ответ 1200. Та основная идея, которая закладывается в решении этой задачи, она заключается в том, что мы должны определять расходы на субсидию как произведение субсидии на одну единицу товара, умноженное на количество этого субсидируемого товара. Вот. Нюанс этой задачи заключается в том, что разработчики, видимо, вложили
идею, что субсидия дается покупателю, и она снижает цену для покупателя и сдвигает кривую спроса вправо, и, соответственно, это позволяет нам установить новую функцию спроса, которая формируется уже после введения субсидии, и таким образом выйти на количество товара, которое можно купить с учетом субсидии. Оно будет равно 60, и мы его умножаем на размер субсидии, который дан равен 20, получаем 1200. 17-я задача – это задача о спросе и налогообложении. Так, в данном случае нужно было построить и определить функцию прибыли, и причем эта функция прибыли определялась как произведение объема продаж на прибыль с одной единицы товара. Вот. И полученное произведение, из полученного произведения нужно было продифференцировать. Мы должны были прийти к параболе, определению ее экстремума, и в итоге получали бы результат 0,5 или 1/2. Но при этом, если бы участник Олимпиады указал, что на потребителя можно переложить t, деленное на 2 налога, этот ответ тоже засчитывался бы как верный. 18-й вопрос – это вопрос, касающийся продаж внутри страны. В целом он не вызывает определенных трудностей. Верный ответ – 0. Отечественные производители не будут продавать по цене ниже 10, а отечественные потребители не будут покупать по цене выше 6. 19-я задача – это задача на кривую производственных возможностей. В данном случае правильный ответ 100. Вот, при решении этой задачи рекомендуется определять крайние положения. Вот, и определяется пропорция продаж иксов и игреков на мировом рынке, и определяется, что нам выгоднее закупать с мирового рынка, а что выгоднее производить на внутреннем рынке. И далее мы определяем, сколько, соответственно, в ситуации, что нам выгоднее закупать игреки с мирового рынка, мы получаем, что страна может получить 600 единиц игреков с мирового рынка, и далее с учетом цены коктейля для игрека и стоимости коктейля X, мы можем получить, что выгодно весь запас игрека тратить на коктейли первого типа и, соответственно, приобрести 100 коктейлей. 20-й вопрос – это вопрос по фондовой бирже, где она находится. Она находится в Нью-Йорке. Если, опять же, интересно почитать дополнительно, ссылка на сайт представлена. Далее, тестовые задания для 11 класса. Так, во многом, конечно, тестовые задания повторялись, но вот мы остановимся на тех вопросах, которые были исключительно для участников Олимпиады 10-11 класса. Это вопрос 12, да? Тут 13 написано по индексу, вопрос, да, 12 по индексу Лернера. То есть это показатель монопольной власти. Верный ответ 3. И что мы должны знать, что этот индекс Лернера может быть выражен через коэффициент эластичности с использованием универсального уравнения ценообразования. В любом учебнике можно это уравнение найти. Далее, 14-я задача – это бизнес-план фирмы-монополиста, который предполагал 3 различных варианта развития событий. Вот, значит, верные ответы 1, 2, 4. И мы в данном вопросе обращаем внимание на то, что если одна функция спроса равна среднему арифметическому из 2 других, то же самое не всегда можно сказать об оптимальных ценах. Так, 15-й вопрос. Это вопрос о введении импортного тарифа на определенный продукт. В этом вопросе верные ответы 1 и 4.
И мы должны понимать, что при введении тарифа на импорт потребители страны импортера пострадают, а потребители в стране экспортера выиграют. И исходя из этого мы, соответственно, и отбрасываем второй, третий варианты как неверные. Задача 20 части 4. Задача 20 части 4 это функция спроса на продукцию монополиста, которую предъявляют мужчины и женщины. И в данной задаче у нас идея заключается в том, чтобы монополист мог установить разные цены для мужчин и женщин. В данном случае правильный ответ 50. И при решении этой задачи мы определяем сначала прибыль, не различая группы покупателей, далее определяем прибыль уже с учетом различия групп покупателей и определяем, примерно рассчитываем цены, которые максимизируют прибыль по отдельности, и получаем разницу. Получаем разницу как ту величину, как ту стоимость, которую мы готовы заплатить за технологию. Так, это уже задача. Значит, на этом мы закончили разбор заданий первого тура Олимпиады. В целом можно сказать, что они от нас требуют определенного знания математической подготовки, и плюс еще, конечно, нам необходимо четкое представление об основных экономических понятиях и терминах. Вот. И при подготовке в будущем к всероссийскому этапу или уже в следующие годы хотелось бы порекомендовать поработать с литературой по и преимущественно по микроэкономике для обучающихся высших учебных заведений на первом курсе. Вот, или посмотреть учебник Гальперина, Игнатьева, Моргунова по микроэкономике. А далее мы перейдем к разбору заданий второго тура. Это задачи, их всего было 4. 2 задачи, разбор 2 первых задач представит Галина Андреевна, а задачи 3 и 4 представлю я. Я передаю слово Галине Андреевне. Итак, переходим к разбору задач. Первая задача — ускорение производства. Она была одинаковая для 9 и для 10-11 классов. Если кратко записать, что нам было дано, у нас есть фирма-монополист. Изначально издержки производства описываются функцией ТЦ от Q равняется 10Q. Функция спроса имеет вид Q равняется 40 минус 2P. Причем известно, что максимальный объем выпуска составляет 8 единиц. В варианте А нам нужно было найти максимальную прибыль фирмы. Значит, необходимо задача была начать с того, что составить функцию прибыли. Функция прибыли — это разница между совокупным доходом и совокупными затратами. Как вы можете увидеть на слайде, это TR минус TC. Подставляя первоначальные условия, мы получаем значение функции прибыли как 10Q минус Q квадрат делить на 2. Ее необходимо максимизировать на отрезке от 0 до 8, 8, потому что у нас есть ограничения. Мы получаем, что это квадратичная функция, ветви параболы направлены вниз, вершина будет достигнута в точке Q равняется 10. Но поскольку у нас есть ограничение 8 единиц, оптимальный выпуск составит как раз 8 единиц. Равно 10 мы не можем брать, потому что это лежит выше допустимого объема производства. Подставляя значение 8 в функцию прибыли, мы получаем значение, что прибыль максимальная составит 48 денежных единиц. Можно было решить пункт А и вторым способом, проанализировав функции предельного дохода и предельных издержек. Находим функцию предельного дохода, она равняется 20 минус Q, находим функцию предельных издержек, равняется 10. Проверяем, что при всех Q меньше или равно 8 выполняется условие того, что предельный доход превышает предельные издержки. Получаем вывод, что производство всех 8 единиц выгодно и оптимальное значение равняется 8. Точка пересечения функции Q равняется 10 превышает допустимое количество, поэтому мы число 10 не берем.
Значит, в пункте Б у нас изменяются условия, появляется консалтинговая компания, которая говорит, что при реализации плана А себестоимость снизится на 40% при любом объеме производства, но при этом необходимо будет платить комиссию Y каждый месяц. Необходимо найти максимальное значение этой комиссии. Значит, у нас изменяется функция издержек после внедрения плана А. Получается, ТЦ от Q равняется 6Q плюс Y. Подставляя это значение в функцию прибыли, мы видим новую функцию прибыли. Это 14Q минус Q квадрат делим на 2 минус Y. Ее также необходимо максимизировать на отрезке от 0 до 8. Это квадратичная функция, ветви парабол направлены вниз. Вершина будет в точке Q равняется 14. Функция также возрастает на отрезке от 0 до 8. Оптимальный выпуск аналогично условию А составит 8 единиц, потому что у нас максимальный объем производства 8 единиц. Подставляя значение функцию прибыли, получаем, что при 8 единицах прибыль составит 80 минус Y. Точно так же можно было решить вторым вариантом, проанализировав функции предельного дохода и предельных издержек. Ответ получается тот же самый. Точка пересечения функций Q равняется 14 превышает допустимое количество, и поэтому мы останавливаемся на значении Q равняется 8. Далее, для того, чтобы найти максимальное допустимое значение комиссии, которую фирма может заплатить консалтинговой компании, мы получаем, что функция прибыли должна быть больше или равна 48. 48, как вы помните, мы получили в варианте А. И за план А фирма будет готова платить не более 32 денежных единиц. Значит, В, это также нужно найти максимальное значение комиссии, однако будет реализован план Б, при котором предполагается увеличение выпуска продукции на 50%. Здесь функция прибыли не изменится, но изменится отрезок, на котором ее необходимо максимизировать. То есть объем выпуска увеличится с 8 до 12 единиц, соответственно, функцию прибыли нужно максимизировать на отрезке от 0 до 12. Также получаем, что это квадратичная функция, ветви парабол направлены вниз, вершина в точке Q равняется 10. Подставляем значение 10 функцию прибыли, получаем 50 минус Y. Находим максимально допустимое значение Y. Видим, что за план Б фирма будет готова платить не более 2 денежных единиц. Так, ну и четвертое условие. Есть возможность внедрить планы А и Б, и при этом